Глава администрации Сухума Беслан Ишба участвовал в заседании Сухумского городского собрания, на котором принимали бюджет столицы на 2024 год. Депутаты отметили сбалансированность бюджета и его социальную ориентированность. 13 присутствующих депутатов единогласно проголосовали за принятие бюджета. По бюджету нужно сказать, что это у нас, наверное, первый год настолько социально ориентированный бюджет. Мы подняли очень серьезно с помощью администрации города зарплаты по всем направлениям. Это и национальная экономика, и жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение. Было поднято практически на 50% социальные выплаты. Это очень хорошая тенденция. Мы сегодня понимаем с вами, что те выплаты, которые производятся, они не соответствуют прожиточному минимуму. Но та скорость, с которой мы поднимаем ежегодно, она достаточно большая. Если мы в таком же режиме продолжим и дальше, я уверен, вот с помощью администрации, с Бесланом Федоровичем помощью, мы будем ежегодно повышать в очень серьезных темпах, и тогда, наверное, через несколько лет действительно будут такие выплаты, которые будут чувствоваться нашим населением. И это очень важные моменты, на которых хотел бы заострить внимание. Во-первых, огромное спасибо вам, Беслан Федорович, что вы в первую очередь сделали 24-й год образования. Я думаю, что в этот год образования будет очень много сделано. Мы комиссионно собирались со Станой Зауровной, Давид Шхейдзе был. И мы поэтапно, сейчас не сказать, что все капитально, но по школам уже конкретно мы знаем, что у нас будет в 2024 году. Ну, например, скажем, в 15-й школе фасад, там, допустим, где-то спортзал и так далее, поэтапно в каждой школе что-то будет делаться. Ранее к нам обращалось большое количество тренеров, и их основной просьбой было увеличение сумм затрат на спортивные мероприятия. Администрация пришла на встречу, спортивные мероприятия в этом году были увеличены на 3 миллиона, что не может не радовать. То, что касается молодежных мероприятий, также хотелось бы отметить, что их количество и качество также увеличивается, что нас очень сильно радует. Хотел бы еще отметить, что у нас 2024 год прогнозируется увеличение доходов по отношению к 2023 году. Это на 220 миллионов рублей, 577 тысяч. И хотел бы отметить, что 2023 год был у нас достаточно продуктивным. Это были реализованы ряд проектов, которые улучшают качество жизни горожан. Это парк, как раз о котором говорил Айк Тараса Мироновича Шамба. Это у нас ремонт Красного моста, установка детских площадок, восстановление старых, которые у нас были. Это дорога, улица Кабардинская, к лицею-интерната имени Дзидзаря, дорога к онкологической больнице, панно на улице Гумская. Также была куплена спецтехника. И еще очень важный момент хотел бы отметить, это расчистка рек Гариквара и Сухумка, что предотвратило на самом деле наводнение, благодаря чему после проливных дождей у нас не было проблем в этом отношении. В проекте бюджета на 2024 год предусмотрены средства у нас на социальную сферу, образование, культуру, спорт и другие социальные расходы на поддержку горожан и по линии здравоохранения. Также хочу отметить, что администрация сосредоточена и на строительстве, на ремонте дорог, на покупке спецтехники в 2024 году. И хотел бы сказать о том, что уже в завершении коротко хочу, Беслан Федорович, в лице вас поблагодарить в целом всю администрацию, управление, который действительно у нас 2023 год был значимый год для вообще не только города, но и в целом для страны. Это юбилейная дата, 30-летие, и была сделана действительно громадная работа. Поэтому хочу поблагодарить от себя лично весь состав администрации. По комиссии хочу сказать, что комиссия по бюджету, финансам, экономике и прогнозированию считает необходимым поддержать проект бюджета на 2024 год и рекомендовать Сухумскому городскому собранию его принятие. Бюджет, он связан, на мой взгляд, достаточно правильно, в нем учтены приоритеты в том направлении, в котором необходимы для нашего города.
совместно с вами, депутатами, с администрацией города Сухум. Я вас прошу поддержать бюджет города Сухум в доходной части 1 миллиард 740 миллионов 801 тысяча рублей, в расходной части 1 миллиард 821 миллион 801 тысяча рублей. С межбюджетным трансфером с республиканского бюджета в местный бюджет 81 миллионов рублей. Ставлю вопрос принятия бюджета во втором и окончательном чтении на голосование. Все 13 за, 13 делается единогласно. 2024 год, наверное, по отношению ко всем другим годам, надеемся, мы все вместе с вами, будет показательный. Вот, мы как-то с вами обсуждали еще в конце года о том, что давайте этот год назовем годом образования. Ну и так получается, что по линии здравоохранения тоже надо будет сделать определенный крен, потому что есть такие очень острые моменты в отдельных медучреждениях, и мы это тоже хотим успеть сделать в следующем году. Вот. Поэтому я думаю, что администрация, взятая на себя обязательства, постарается выполнить на все 100%, а то и более, как это обычно бывает в последнее время. С вашей помощью и с нашими общими усилиями у нас вроде что-то хорошее получается и заметно. Поэтому этот год мы прошли достойно, я считаю, да, 30-летие Победы, все мероприятия, которые проходились по городу, без участия администрации города не проходили. Вот. Эти затраты, которые мы с вами утверждали на этот год, тоже успешным образом, литерные вещи были реализованы. Мы подняли оклады. Существующие оклады и премии он воспринимал как заработную плату, как должное, но мы с вами в этом плане не имеем права ошибаться, поэтому оклад увеличен вдвое, плюс из премиальной части уже суммированные добавлено 30%, правильно? То есть если он раньше получал там 8 тысяч рублей и к 8 тысячам там, мы добавляли 100%, то сейчас получая 16, к 16 добавляется 30%. То есть в любом случае идет существенное увеличение, поэтому мы смело говорим о том, что мы пошли для муниципальных служащих, которые работают в рамках администрации, пошли на увеличение окладов, за исключением тех, кто получает российские надбавки, тем самым в некоторой степени выровняв вот этот дисбаланс, который был. По всем остальным вопросам, я думаю, что те обещания, которые дает администрация, мы стараемся их выполнять. Это касается приобретения автомобиля для управления молодежи и спорта. Также ставился вопрос по поводу приобретения автомобиля в поликлинике, потому что есть адресные люди, которые болеют, и надо обязательно, чтобы доктора посещали их на месте. Эти все обязательства, я уверен, мы выполним, может, даже и в самом начале первого квартала. Поэтому спасибо за работу комиссии, спасибо за участие в таком рабочем режиме рассмотрения бюджетных показателей 2024 года. Поэтому готовы дальше двигаться и работать. Хотел бы отметить, что 2023 год прошел успешным. Касаемо благоустройства нашей столицы, было восстановлено немало объектов, такие как парк имени Шамба, фуникулер наш восстанавливается. Вопрос мой в следующем. Что стоит ожидать, чего мы можем ожидать в 2024 году, какие планы есть на 2024 год касаемо благоустройства нашей столицы? Из крупных, таких, как мы себе позволили в этом году, наверное, в следующем году не будет. Детские площадки, они будут, их порядка 12 или 13 на следующий год. В этом году было 17. Да, это крупные, не крупные, но значимые вещи. Потом мы говорим о ремонте детских садов, не только школ, в детских садах и среднеобразовательных учреждениях надо будет провести, где косметический, где капитальный. Будем смотреть так, чтобы везде где-то показать свой след в этом отношении. Вот. Медицинские учреждения, вторая городская клиническая больница, там тоже надо проводить существенный ремонт. Да, вот мы сейчас в процессе с ними обсуждаем, приемный покой мы уже делаем, часть денег в этом году, там есть моменты, и кардиологию надо приводить в порядок, терапию надо приводить в порядок. Я с ними встречался, с коллективом, и сказал, давайте ваши рекомендации, не так, что мы пришли, вы думаете, сейчас сотни миллионов потратим и все, но потихонечку этот процесс мы начнем в следующем году. Но я тоже считаю, что это крупные и серьезные вещи для города.
Вот. Ну и самое главное, на нас вот сейчас уже, приводя в порядок фуникулер, нам передан пантеон, и все это сейчас будет немножко систематизировано лучше, чем это было, допустим, в этом году. Да, и на это будут еще дополнительные силы, дополнительные люди, и техника, и так далее. И надо будет все поддерживать еще в лучшем состоянии, чем поддерживали в 2023 году. В двух словах планы такие. Говорить о каких-то масштабных вопросах, там, асфальтирования дорог или бетонирования. Есть у нас планы, надо будет, скорее всего, мы разманим. Тут получилось так, что мы, вроде деньги запланированы, но так выросли цены на топливо, на битумы, что или разобьем на две части, но Арзаба будет сделано так или иначе. Потом, если стоит вопрос, если из таких крупных, да, в денежном выражении, улицу Аяйра от моста, который мы сейчас восстановили, дальше там порядка 500 метров, 550, по-моему, вот эту улицу сделаем. Здесь у нас Войнавская. По этой улице или собственными силами, или вместе с кабинетом министров. Ну и ямочный ремонт никто не отменял. Посмотрим, как зиму пройдем. Хочу вас проинформировать, что мы планируем обязательно восстановить Белый мост. Красный мост мы с вами восстановили, Белый мост в ужасном состоянии. Обязательно надо будет это сделать. Еще мы к вам придем, наверное, сейчас еще помониторим, немножко посмотрим, как будет удобно. Все-таки есть еще одна идея транспортной развязки. Троллейбус спустить по улице Ладария вокруг. Вот. Но это требует такой немножко детальной проработки, но это тоже будут затраты по переброске троллейбусной линии на улицу Ладария, да, чтобы здесь разгрузить. Вы сами прекрасно знаете, что у нас там происходит. Манецкий поворот, обязательно развязку угловую мы ее должны сделать в следующем году. В следующем году, я сейчас не про набережную, а про сам Манецкий поворот, учитывая, что мы детский сад будем ремонтировать. Вот. Ну и вот эту развязку, правильную парковку в этом месте, рассредоточенную, красивенькую, это тоже из таких инфраструктурных больших вопросов тоже надо будет сделать. На заседании депутаты попросили мэра конкретизировать предложения Беслана Эшба по выходу из энергетического кризиса, озвученные им на встрече в Общественной палате. Вопрос энергетики, он актуален как никогда, да, с учетом того дефицита, который есть у нас в стране. И Сухум здесь не то, что не исключение, а, по-моему, стоит на первом месте, учитывая густонаселенность и самую высокую предпринимательскую активность, так скажем. Поэтому, видно, Общественная палата посчитала нужным пригласить руководство администрации для того, чтобы дали свои разъяснения, каковы же дела в области энергетики по городу Сухум. Но я пока, конечно, доложил о том, что у нас, значит, порядка 5 понижающих станций по городу. Сухум-1, Сухум-2, Баслат, Синоп и Ипит, да, и что на самом деле свободных мощностей нету для того, чтобы там кого-то из больших предприятий приглашать, организовывать какой-то бизнес, предлагать, допустим, да, Сухум как площадку, хотя на станции Сухум-1 там ведутся работы по увеличению мощностей и есть немножко в Синопе. Вот. Ну, это как бы такая первая была история. Потом сказал, что есть у нас 9 распред-сетей и 325 трансформаторных подстанций, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, большинство из них. Некоторые под замену, а некоторые надо проводить капитальный ремонт, а некоторые вообще перестраивать. Там есть кирпичные, надо их переводить в КТПН, уже такие сборно-разборные, так называемые станции. Поэтому у нас была до этого такая инициатива. Мы летом проводили, давали задание Сухумскому управлению сетей посмотреть, посчитать вообще, что нам необходимо для того, чтобы сети стали нормально работать. Почему? Потому что, проводя периодически оперативные штабы и отслеживая ситуацию по нагрузкам, по потреблению электроэнергии, мы давно уже обращаем внимание, что по городу Сухум очень высокие потери в сетях. То есть, если мы за 10 месяцев отфиксировали выход на город Сухум от Черноморэнерго 500 миллионов киловатт-часов, то до потребителей дошло 404, если уже быть до конца. Да? Порядка 100 миллионов, 98, если точнее быть, потому что там 500 тоже не чистыми 500, там, если точная цифра, 98 миллионов киловатт-часов. К концу года это будет 100 и больше, скорее всего. То есть более 20% это так, если взять. По техническим нормативам это должно быть 5, максимум 7%. При всем там среднем изношенности сетей. То есть серьезные потери, да, и это можно было как дополнительную возможность использовать. И это, кстати, не из года в год. Это идет с нарастающим. Вот я последний отслеживал, где-то лет 6 или 7 назад было 60 миллионов потерь. Сегодня уже 100.
завтра что будет, и послезавтра. Мы же не можем думать сиюминутно, да? Надо же думать немножко вперед, что нас может ожидать. Но в связи с этим было дано поручение произвести подсчеты, сколько же это дело у нас стоит для того, чтобы привести сети в порядок. На тот момент, это было конец лета, где-то август, 920 миллионов рублей была выведена цифра. Сейчас это, наверное, ну, если это превращать все в проектно-сметную документацию, там налоговая составляющая, будут работы, виды и так далее. Плюс еще специальную технику надо купить, отдельный список есть на 120 миллионов рублей, который надо все это дело потом правильно обслуживать, а не так наскоком, как у нас сейчас и с техникой проблемы есть.